Прывітанне, сябры! В эфіры рубрыка «Надзея запытае». Традыцыя хадзіць у госці ці прымаць гасцей. Ці ёсць яна ў гродзенцаў? Мы зноў у цэнтры, у сэрцы нашага горада, каб запытацца ў іх. Пайдземце са мной і вам раскажам. Скажите, калі ласка, ці любіце вы хадзіць у госці? Очень любим ходить в гости, особенно если что-то отмечать по какому-то поводу, нам очень нравится. А так без повода, чтобы здрасте, ногой дверь без открыл? повода еще лучше, без повода самые лучшие встречи получаются. Ага. А скажите, вы больше сами любите ходить, ці прымаць гостей в хате? Одинаково, и чтоб ко мне пришли, сама в гости люблю сходить. Больше люблю, наверное, принимать гостей, чем самой ходить по любым поводам, хоть каждый вечер. Так это ж посуду потом за ими мой, за гостями тыми. Можно одноразово использовать. Ну, тоже факт. Скажите, вот гэта традыцыя у вас наведваць гостей и прымаць гостей? Гэта уже як-то стало, может, на какое-то свято, вот вы ведаете, что мы пойдем до тых-то. На гэта свято поедем до Матули, а на гэта свято придут до меня. Есть какие-то вот такие? Ой, да, а у меня очень большая семья, и мы, в принципе, каждый праздник собираемся все вместе, планируем, то есть, ну, по семье это больше я хожу, и по друзьям, подружкам я больше люблю принимать, а в семье просто ты ходишь там, где это вкусно готовят. Мы любим и принимать гостей, и ходить в гости. Потому что, ну, всегда это такая душевность. У нас такие тоже застолья, как у вас, наверное, в Беларуси. Ага, ну, на широкую руку. Да, ну, и ногую руку, да. Да, мы и принимаем гостей, любим ходить в гости. Ага. А какие впечатления всегда оставляют вот эти теплые семейные, дружественные встречи? Вот чем напитываетесь вы? Что-то вот такое получаете от этого? Напитываемся новыми знаниями, исходя от того, что происходит у наших близких, к кому мы приходим в гости. Напитываемся новыми эмоциями и силами на последующую рабочую неделю. С чем это связано, что наша душа так рвется пойти? Ну, не знаю, так уже привычка такая, от родителей еще повелось. Раньше же все праздновали так. вместе, все праздники встречали. А больше сами любите ходить и прымать у себе гостей? Ну, и примать, и ходить одновременно. А что вот такие теплые встречи дают? Натхняют на что-то, может? Ну, мы в основном родственники собираемся, родня. В гости хожу к маме, к родственникам на вот эти религиозные праздники, колядки, ну да, собственно, Рождество, Пасха, основные вот такие вот. А у себе принимать гостей, коли кто-нибудь там суседка, может, сябровка? Не принимаю гостей, не люблю. Ага, а с чем это связано? Готовить надо, убираться. Ну да. А потом лучше после их убираться. Перед. А еще как с детьми пройдут, так вообще туши свет. Поэтому лучше к маме сходить в гости. Пускай я там приготовлю что-то, ну, к мамочке, и там вместе с семьей посидеть. Вот так вот. Всегда ходим в гости. Ага, всегда ходим. А вы больше сходите? По друзьям, по знакомым. Ага, а к вам, если придут? А к нам вот еще вдвойне веселее. Да, ага, то есть вы больше принимать любите? Ну, можно и так сказать, А что да. вот эти встречи дают? Почему вот так часто вы любите собираться? Душевное тепло, радость, веселье. Класс. Да, согласен. Посидеть, вкусненько покушать, смешно поговорить. Да. Ну это же мы это все знаем. Это мы такое тоже любим. Есть ли у вас традиция ходить в гости или принимать гостей? Вот как-то в вашей семье это, ну, принято? Ну да, принято. Традиция, когда приезжает дочка, приходят гости. Ну и так, бывает спонтанно просто. Приходят подруги, друзья. А сами любите кому-нибудь? Хожу. Так вот сегодня пойдем вечером в гости к сестре двоюродной. По поводу или без? Ну, по поводу, что дочка приехала, хочет свою тетю увидеть. Это в гости, издалека приехала. Мы принимаем гостей и часто тоже ходим в гости. Так. А это вот с чем связано? С широтой души нашей белорусской? Ну, конечно, конечно. Ну, с какие-то отношения уступить, поговорить, посидеть? Поговорить, поменять немножечко атмосферу, поменять немножечко настроение, наверное, обычный быт сменить на какое-то настроение. Поглядеть, что они там какие ремонты понаробляли. Конечно, тоже. конечно. Не без этого. Скажите, что вам больше подобается? Прымать у себе гостей, ці ходить до кого-то? Наверное, больше у себя принимать. А некоторые жалуются, что потом надо там хату убирать. Да, нет. Милости с родными людьми, да, когда приходят в гости, все отлично. Вот вы молодь сейчас, як? Где-то збираетеся, у вас там, можете, вы до кого-то ходите. Есть у вас традиция по гостям ходить? Ну да, есть. Вот там ходить к одной девочке домой и
просто веселиться там. Ага, то есть вы як-то так, такой мелкой компанией, да? Ну так, да, щоб так, вдвоем так, там. щоб, ага, да. ага. А у ваших батьков есть такая традиция приймати гостей, може до вас там приходять? Да, есть. Ага, ага. Каждые выходные там я кому-то хожу в гости, мои родители тоже ходят кому-то в гости. А ну у вас такі гасцепрыемныя бацькі, Да. да? Ага, ага. Ну гэта добра, што людзі ну ходзяць вот так адзін да аднаго. Гэта ну як-то гэта якія эмоцыі вызывае? Ну, радость, то, что меня вообще позвали, то, что, ну, прикольно сидеть. Очень хорошая семейная, хочу подчеркнуть, традиция ходить в гости к своим родным, близким, друзьям. Я думаю, что в современном мире, когда все увлечены телефонами, компьютерами, вот эту традицию надо сохранить. Вот она очень такая живая, человеческая, семейная, добрая, теплая. Вот все традиции хороши у нас, но вот это вот вы подметили очень хорошо, чтобы если бы сохранить вот эту традицию живого контакта, живого общения со своими близкими, это было бы очень... Менавіта для вас, што ў прыярытэце, схадзіць да кагосьці ці прыняць у сябе, ці ёсць розніца, ці наогул няма яе? Знаете, мне, наверное, приятнее принимать людей, радовать их, продумывать какие-то блюда, угощения. Мне вот как человеку такому больше творчо-господарскому. Да, наверное, как вы подкреслили, больше приятнее принимать. Но если пригласят, тоже с удовольствием. Нет, конечно, нет, конечно. Я тоже. Вот Если бы кто-нибудь покликал, я бы с таким задовольнением, уже бы завтра стояла под дверима. Говорят, для того, чтобы что-то получать, надо что-то отдавать. Поэтому сегодня к вам в гости идем, завтра вы ко мне идете в гости. Это вот нормально. Почетным к нам, по нечетным к вам. Да, вот и все. Самое главное именно не сидеть в своей, это как крот в норке, а именно выходить, общаться с людьми. Это все почему? Потому что жизнь до такой степени, ну, сейчас быстро, все скоротечно, что надо. Кажется, поспеем. Да, мы ничего, то есть это все. То есть сегодня вот хорошо, а завтра может быть это все. Поэтому не надо откладывать на завтра. Есть возможность сегодня сходить в гости кому-то, сходи. Есть возможность позвонить, позвони. Принять гостей, прими. Почему? Потому что завтра этого может не быть.